Дуслар барыгызга сәлам. Всем привет, вы на канале YouTube Татарочки. Меня зовут Алсу Хафиз, за камерой Айнур Ахметов. Представьте, 1889 год, глухая монгольская степь, и по левому берегу реки Орхон едет несколько всадников. Рядом с ними бредет несколько лошадей, которые тянут телеги. И в одной из телег сидит уже на тот момент сильно больной этнолог, ученый Николай Ядринцев. Николай Ядринцев изучает угро-алтайские племена, и он приехал в экспедицию в Монголию, чтобы найти остатки легендарной, в какой-то степени даже мистической столицы монгольской степи Каракорум. Он снарядил эту экспедицию на собственные средства, у него не было даже проводников. И вот на реке Тола Ядринцев и его экспедиция находят развалины дворца, который был построен в XVI веке. Это был дворец Ирхе-Мерген-хана. Сначала они увидели алтарь или жертвенник, за ним низкую стену, рядом с ними развалины, а за этой стеной обнаружили высокий, обтесанный со всех сторон мраморный камень высотой около 3,5 метров, шириной чуть больше метра, на котором были изображены драконы, на котором были высечены какие-то буквы и явно был написан какой-то текст, который экспедиция не смогла сразу опознать и понять, что это. И рядом были различные статуи, которые уже были не в самом лучшем состоянии, развалины еще каких-то дворцов. И это было предместье той самой столицы, которую искал Ядринцев. Экспедиция хорошо зарисовала все те руны, все те буквы, которые увидели на этих памятниках, которые нашли на развалинах. Аккуратно это все упаковали и увезли с собой. И тогда еще не подозревали, что вот эти два больших мраморных камня станут поводом для второго рождения тюрков. Эти два памятника, которые Ядринцев и его экспедиции нашли в монгольской степи, это были памятники Культэгину и Бельге-Кахану. Эти два памятника стали ключом к расшифровке древней тюркской письменности. Кто такие вообще эти два человека, Культэгин и Бельге-Кахан? Это братья. Они участвовали в воссоединении тюркского каганата или справедливого тюркского каганата. Они его создавали в процессе борьбы с Китаем. У них удачно все это получилось. Получилось наладить торговые отношения с Китаем, получилось удерживать мирную границу со страной. Культэгин был полководцем, он отвечал за вот эту часть работы, а Бельге-Кахан, поскольку он все-таки Кахан, понятно, что он был правителем каганата. В какой-то момент Культэгин умирает, и его брат решает увековечить память вот в таком надгробии и приглашает поэта, который пишет поэму. Эта поэма не только о Культэгине, это поэма такая своеобразная летопись всего каганата, и в которой Бельге-Кахан хотел оставить след в истории своего государства, хотел рассказать вот о своем брате в том числе и оставить после себя советы всем тюркам, как им жить на земле. Через несколько лет после Культэгина умирает Бельге-Кахан, и уже его сын делает подобное надгробие для своего отца. Но оно не такое большое, монументальное, которое было сделано для Культэгина. Ну и нужно сказать, что вскоре после смерти обоих братьев государство разгромили уйгуры, и оно перестало существовать. Почему для тюркской культуры этот памятник имеет большое значение? Как я уже сказала, эти рунические надписи стали шифром для того, чтобы расшифровать другие памятники, которые сохранились, на которых были надписи на древнетюркском языке. И вообще, вот эта поэма о Культэгине – это такая большая, подробная летопись, из которой историки смогли воссоздать всю историю тюркского каганата.
Расшифровкой текста, который был высечен на камне, занимался датский лингвист и историк Вильгельм Томсон. И он доказал, что эти письмена принадлежат древним тюркам, и тем самым развеял миф, который до этого существовал, о том, что у тюрков не было своей письменности. Он очень интересно подошел к расшифровке этой поэмы, этих надписей. Он не стал вычленять отдельные буквы, отдельные символы, а решил искать группу из повторяющихся символов. И в помощь к его расшифровке был китайский вариант текста, который тоже размещен на памятнике. Он очень сильно усечен, но лингвист Томпсон предположил, что наверняка в этих обоих текстах встречаются одинаковые имена собственные. И вот он стал искать знаки, которые повторяются, группу знаков, которые повторяются, стал сопоставлять текст с китайской версией. И в 1893 году, этот год называют еще второй датой рождения тюрков, Томпсон смог прочитать первые 3 слова на этом надгробии. Эти слова были «Тенгре», «Кохан» и «Тюрк». Через несколько лет Томпсон выпускает книгу, в которой описывает всю свою работу, которую он провел. И эта книга стала первым мировым учебником по древнему кипчакскому, агузскому и другим языкам Великой Степи. И кроме того, он включил в этот свой учебник переводы известных на тот момент текстов, которые сохранились от кочевников. Культегин-Тоше представляет из себя такую усеченную пирамиду, как я уже говорила, высотой около 3,5 метров. Она установлена на спине черепахи. И главная идея вот этой поэмы, которая на камне высечена, это призыв тюркского народа к единству, к совместной борьбе против внешнего врага и сохранению обычаев народа. И интересно, что текст построен таким образом, что он обращен ко всем, то есть его подразумевалось, что его прочитает любой, кто встретит этот камень в степи. Текст написан поэтом, известным на тот момент общественным деятелем Юллук Тегином. И вот я хочу процитировать последние строки из этой поэмы. «О тюрки, пусть всегда среди вас они живут, и если камень мой еще стоит в степи, на перекрестке троп и кочевых путей, то именно за тем, чтоб повсюду он был виден», утвердил его Бельге Кахан. Русский тюрколог Василий Радлов впервые обработал этот текст и сделал из него поэтический, вот такой понятный и приятный для чтения, и кроме того перевел его, кроме русского, еще и на немецкий язык. И сейчас поэма переведена на большое количество языков, все практически варианты можно найти в открытом доступе в интернете и прочитать, что же такого в 8 веке до нашей эры написал поэт Юллук Тегин, что это нужно и можно было высечь в камне, чтобы это сохранилось до наших времен. Ядринцев был первопроходцем в той части монгольской степи. После этого там практически всегда проходили археологические раскопки, ведутся до сих пор. И в середине 20 века на этом месте, рядом с этим местом, была найдена голова статуи Культегина. Сейчас она находится в музее в Улан-Баторе в Монголии, но, например, жители и гости Казани могут увидеть ее копию, если придут в Музей государственности татарского народа и Республики Татарстан. Вот эти 2 стелы, камни, которые посвящены Культегину и Бельге Кахану, несколько сотен лет стояли в степи, под солнцем, под ветром. На них были достаточно хорошо сохранены вот эти высеченные руны, настолько хорошо, что мы можем их прочитать. Но вот совсем недавно, уже в 21 веке, те ученые, которые занимались консервацией этих 2 стел, допустили ошибки, к сожалению, и стелы пришлось убрать в музей, который находится неподалеку на консервацию. А сейчас под открытым небом, сейчас на этом месте находится точная копия стел, но выполнена в бетоне. Ну и надо сказать, что образ Культегина в современном мире, если не очень широко тиражируется, но все-таки не забывается. Про него время от времени тюрки вспоминают. Например, в Казахстане был снят одноименный фильм про этого героя.
2012 году в стране была выпущена банкнота номиналом в 1000 тенге. На ней изображена голова статуи Культэгина и как раз-таки те самые письмена, которые есть на стеле. В Татарстане, в городе Болгар, не так давно был открыт такой памятный комплекс, который посвящен письменности татарского народа. И вот один из объектов этого памятного комплекса — это как раз-таки стелла Культэгина. Кроме того, точная копия стеллы есть в Астане, в институте Гумилева. В городе Кызыл, это Республика Тыва в России, поставили спектакль в театре. Он идет в музыкально-драматическом театре, который так и называется Культэгин. Эдуард Межиттің бижейін шийлері чоққа Тыва Национал театрының репертуары толы эвес сағындырар. Ол чуглы республикада эвес, ачуттан дашкар суракжан, қым сен сүбедей мадыр, Күлтэгин көк дерінің оғлу дейш, он да өске чейір бажық ши чоғалдарының автору. Дуслар, спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Надеюсь, он вам понравился. Вы узнали для себя что-то новое. А если уже знали эту историю, то что-то обновили в памяти. Обязательно поставьте ему лайк, напишите комментарий под этим видео и отправьте этот ролик всем тем, кто интересуется тюркской культурой. Ну, а если вам очень нравится то, что мы делаем, и вы хотите нас поддержать, то переходите в наш телеграм-канал, и буквально нажатием пары кнопок вы сможете отправить нам донат в любую удобную и комфортную для вас сумму с банковской карты из любой страны этой планеты. Всем мира, здоровья, пока-пока.